друзья. Да, я Александр Аксенов. И, наверное, можно сказать, что сегодня мы никаких дополнительных интриг не ищем. Все предельно ясно. После того, как ЦСКА уступил Спартаку, у Рубина есть отличная возможность оформить чемпионство в матче с Сатурном. Естественно, футболисты Рубина выйдут на этот матч полностью сконцентрированы, полностью, естественно, желание будет достичь успеха именно в этой встрече, чтобы не откладывать. Сезон очень длинный, и, естественно, футболистам хочется как можно быстрее сделать этот решающий шаг. В такие, наверное, моменты хочется просто спросить о каких-то ожиданиях. Вот кому сейчас отдать предпочтение? Мы вспоминаем, что Сатурн очень неплохо сыграл с «Зенитом» в Петербурге. В то же время у Рубина сумасшедшая мотивация сегодня. Главное, чтобы эта мотивация не помешала, естественно. Но я думаю, что Рубин будет действовать в том же ключе, как и обычно, очень дисциплинированно. Ну а что касается Сатурна, то у них есть хороший шанс показать хорошую игру и результат против практически без 5 минут чемпионом. Я знаю, что на нашем матче также работает корреспондент Роман Гудсайт. Он встречал команды около стадиона, когда они подъезжали. И хотелось бы Роману сразу спросить, вот как выглядел Рубин, что читалось в глазах у футболистов, которые сегодня могут стать чемпионом? Вот это действительно очень любопытно. Да, на самом деле футболисты Рубина выглядят достаточно уверенными в себе, спокойно выходили из автобуса, никакого мандража, никакого волнения в их лицах не наблюдалось. Они спокойно сейчас разминаются рядом со мной на этом поле и похоже, что они уверены в своей победе. Вообще же хочу рассказать вам о том, что положительный результат матча в Раменском, это было в прошлом году, когда «Зенит» здесь сыграл в ничью и стал чемпионом. В этом году Рубин может выиграть здесь же в Раменском и тоже стать чемпионом, так что это становится своего рода некоторой традицией. То есть играешь хорошо в Раменском и становишься чемпионом. Ну что же, первым на стадион Сатурна приехала команда Рубин, приехала на клубном автобусе Сатурна. И Рубин, естественно, в очень хорошей форме. Футболистам совершенно не о чем волноваться, потому что последние 3 матча они выиграли с общим счетом 8-0, 2 победы по 3-0, 1 победа со счетом 2-0. Команда находится на ходу, очень здорово выступает. У Рубина сегодня точно не сыграет Макбет Сибая, он травмирован, и дисквалифицированный Андрей Кобенко. А так состав абсолютно оптимальный. Единственное, что лично у меня вызвало некоторые сомнения, может быть, некоторые даже опасения, то, что Алексей Попов, центральный защитник, который играет в этом году очень здорово, сегодня оказывается в запасе. Вообще, только что объявили по стадиону, как сыграл Амкар, и Алексей поаплодировал своим бывшим партнерам, видимо, за них очень переживает и радуется. Сатурн, команда прибыла сразу на стадион вслед за Рубином, буквально 30 секунд разделили эти команды. Вот. Но Сатурн по положению турнирной таблицы, конечно, обязывает играть хорошо, но Сатурн, я вам напомню, что не побеждал, вообще не побеждал в чемпионате России с 13 сентября. Так что Сатурну сегодня будет гораздо сложнее, чем Рубину, наверное, бороться за очки в этом матче. Ну что ж, на этом у меня все. Я передаю слово своим коллегам. Спасибо. Да, спасибо нашему корреспонденту. Посмотрели мы футболисты. Вообще любопытная статистика у этих команд в очных противостояниях. В последних 11 матчах всего однажды Рубин побеждал, и мы даже подготовили специальную видеоисторию на эту тему. Было это, кстати, в Раменском. Тогда Рубин выиграл со счетом 2-1. Со стороны казанцев 2 гола. Оба с пенальти забил Арсен Аюпов. Как раз мы наблюдаем, как забивает Рязанцева и назначается первый 11-метровый. А со стороны Сатурна отличился Якуб. Вот единственная победа в 11 матчах. То есть получается, что Рубину крайне тяжело играть с Сатурном. Не только это в гостях, но и дома. Крайне тяжело, но здесь сложно говорить о какой-то преемственности, потому что мы видим, на протяжении этих лет менялись наставники Сатурна, в то время как Рубина на протяжении уже большого количества лет руководит один тренер. Поэтому Рубин как раз это команда, которая традиционно играет в хороший такой футбол, качественный. А у Сатурна пока сложно сказать, что можно ожидать на данный момент от этой команды. Можно, наверное, сказать, да, что это все-таки одни, наверное, из самых стабильных команд в премьер-лиге. Но если у «Зенита», это Рубина, эта стабильность, она вот приводит к постоянному набору очков, то Сатурн с такой же стабильностью очки эти терял. Естественно, но просто сейчас мы видим, что вновь новый наставник у Сатурна. Я знаю, что после матча с «Зенитом» команда 3 дня готовилась на своей загородной базе, сразу туда заехали. Поэтому я думаю, что мотивация у них должна быть в этом матче очень высокой. Ну и смотрим мы за разминкой основных, наверное, игроков, лидеров команд того и иного клуба. Надо сказать, что по сравнению с питерским матчем не появился в составе. Вот сейчас мы видим капитана Алексея Егонина. Не появился в составе Лачков. Он в запасе.
Окоронко вышел. Да, То есть фактически будет, возможно, схема с двумя нападающими, но я не исключаю, что все-таки так же, как и в предыдущем матче, будет действовать Сатурн с одним нападающим. Ну и показывают нам лидеров Рубина. Сергей Симак. Вообще, если смотреть как раз на состав Рубина, уже корреспондент наш Роман Гусай сказал, да, что не играет сегодня Алексей Попов, а играет Томас. Но вообще, если глядеть на состав, полное ощущение, что просто Такой же 100% да, в боевом абсолютно сочетании. Такой же состав, как играл против Крыльев Совета, за исключением пары центральных защитников. И на протяжении всего сезона у Курбан-Берды вот происходят такие небольшие изменения в составе. И все игроки, практически, которые сегодня выходят, да, действительно мы можем говорить, что это оптимальный состав на данный момент. Еще один статистический нюанс. В последних 8 матчах Рубин пропустил всего 1 гол. Но это всегда говорит о том, что вратарь надежный. Но и действия всей команды, не только защиты, всей команды в обороне выше всяких похвал. Ну что же, сейчас у нас реклама, и с любопытством, с нетерпением ждем всего происходящего сегодня на поле. А после рекламы для вас будет работать наш комментатор Алексей Андронов. Здравствуйте, дорогие друзья! С удовольствием возвращаемся мы на стадион «Сатурн» в город Раменское, Московская область. Как видите, есть свободные места, причем даже на самых лучших точках для обзора на центральных трибунах. В общем-то, не вызвал этот поединок между «Сатурном» и «Рубином. На мой взгляд, это даже немного странно. Не вызвал большого внимания. Правда, вот так вот получается, что второй год подряд в Раменском проходит матч, который может определить чемпиона России по футболу. Ну, во всяком случае, в прошлом году он определился именно здесь. В последнем туре «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу над «Сатурном» со счетом 1-0 в драматической совершенно встрече. Помните, наверное, вы момент, когда выбивал мяч из ворот Алехандро Домингес, одна из главных, так сказать, точек прошлого сезона для «Зенита». Ну и сегодня здесь может опять-таки определиться чемпион. «Рубин» на сегодняшний день имеет 57 очков. Вчера свой матч проиграли московские армейцы. Их единственные преследователи уступили на своем поле «Спартаку» со счетом 0-1. И таким образом, в случае победы, «Рубин» сегодня досрочно становится чемпионом России. Составы команд на ваших экранах. Ну, естественно, мы подробнее немножко пройдемся по составу и по расстановке уже, когда появятся команды на поле. Обращает на себя внимание то, что у «Сатурна» сегодня в резерве оказался Дмитрий Васьков. По-другому решил выстроить середину поля сегодня немецкий тренер «Сатурна» Юрген Рёбер. И обращает также на себя внимание появление с первых минут Соломона Окоронкова. Видимо, решил выбрать все-таки атакующую модель игры наставник «Сатурна». Сконцентрированы полностью футболисты «Рубина». Их состав на ваших экранах. Здесь тоже есть одно, так сказать, обстоятельство, которое требует особенного упоминания. Сегодня играет в центре обороны Степан Томас, а не Алексей Попов, как это было в последней встрече, которую «Рубин» выиграл на своем поле у Крыльев Советов со счетом 3-0. Ну а в остальном состав практически оптимальный. Немножко здесь не совпадать будет с тем, что мы увидим в игре расстановка. Но на самом деле и Карадениза сложно считать чистым нападающим. И Сергея Реброва тоже довольно трудно именовать форвардом. Скорее всего, вперед будет выдвинут один Александр Бухаров, а Карадениз и Ребров будут его поддерживать, играя больше в середине поля. Ну что ж, появляются команды, появляются арбитры. Судейская бригада сегодняшнего матча. Николай Иванов, рефери ФИФА из Санкт-Петербурга. Помогают ему Николай Голубев, также петербургский арбитр, и Владимир Семенов из Гатчины. Резервный судья сегодняшнего матча Александр Евстигнеев из города Королев. И делегат этой встречи Игорь Синар из Омска. Смотрит куда-то под ноги себе, выходя на поле, Сергей Симак. Практически не поднимает глаз капитан «Рубина». Ну, действительно, момент сегодня для Казани, возможно, исторический. Хотя бытует мнение, что «Рубин» может и не стать сегодня чемпионом, причем чуть ли не сознательно отложить
торжественный вот этот момент и празднование, естественно, до следующего тура и до своего домашнего матча с Тереком. Приветствуют друг друга команды, улетают в небо воздушные шарики с вот этим своеобразным футбольным мячом, немного сплюснутым, который больше напоминает, честно говоря, огромный ломтик сыра. Алексей Игонин на прошлой неделе провел свой 100-й поединок, ну, точнее говоря, на этой неделе провел свой 100-й поединок за «Сатурн». Генеральный директор клуба Борис Жиганов вручает призы также Андрею Коряке и Петру Немову. Ну что ж, посмотрим, каков действительно на самом деле будет настрой Рубина. Возвращаюсь я к, так сказать, главной спортивной составляющей сегодняшнего матча. Вот так вот лидировали казанцы практически с самого начала чемпионата. Может быть, в какой-то момент и на них не очень серьезно обращали внимание преследователи. Думали, что наступит кризис и Рубин посыплется. Ничего подобного не случилось. Никуда он не посыпался. Серия из 7 побед подряд была на старте. Серия из 7 побед подряд была уже ближе к осени. Ну а вот тот момент, который можно считать в каком-то смысле кризисным для Рубина, там шли сплошные ничьи подряд. Но при этом и конкуренты теряли очень много очков, поэтому не смогли приблизиться к Рубину. И на сегодняшний день, и уже так примерно месяца, наверное, полтора, ситуация развивается. Все абсолютно в руках казанского клуба. Небывалый, конечно, это будет успех для Рубина. И мы с вами сегодня можем стать свидетелями того, как он будет достигнут. Ну что же, Николай Иванов дает первый свисток. Начинают с центра поля Окоронкова и Топич. И я представляю вам составы, в которых команды вышли на эту встречу. «Сатурн». В воротах Антонин Кинский, первый номер. Один из самых стабильных и надежных голкиперов российского футбольного чемпионата. Третий номер Зелау. Пятый Алексей Игонин, капитан команды. Шестой номер Ян Дюрица. Седьмой Петр Немов. Восьмой Марко Топич. 15-й номер Руслан Нахушев. 21-й Андрей Коряка, 24-й Бенуа Анг-2, 29-й Леонид Ковель и 31-й номер Соломон Окоронкова. Главный тренер «Сатурна» Юрген Рёбер. Вот он на ваших экранах, немецкий специалист. Первый в истории российского футбольного чемпионата. Ну вот начинал он, видите, больше 20 лет назад свою карьеру в команде Рот-Вайс Эссен. На самом деле интересней, где он ее заканчивал перед «Сатурном». Вот этот вот этап своей карьеры. «Сатурн» не первый иностранный клуб у него. И работал даже в Сербии Юрген Рёбер. Ну а самые известные команды, которые он возглавлял, это Штутгарт, Герта и Дортмундская Боруссия. Но самый главный успех, наверное, Рёбера, это то, что он выводил Герту в Лигу чемпионов. Курбан Бердыев, главный тренер Рубина на ваших экранах. И главный, наверное, творец вот этого казанского чуда образца 2008 года. Состав его команды: 77-й номер голкипер Сергей Рыжиков, второй Степан Томас, третий номер Кристиан Ансальди, седьмой Сергей Симак, 11-й номер Александр Бухаров, 14-й Сергей Ребров, 15-й Александр Рязанцев, 16-й Кристиан Нобоа, 27-й номер Давид Квирквелия, 61-й Гёк Денис Кара-Денис и 76-й номер Роман Шаронов. Уходит мяч за пределы поля. «Сатурн» зарабатывает угловой соперника и пошел подавать Коряка. Вторая минута матча заканчивается. Счет пока не открыт. И Рыжиков расставляет футболистов. Пока 3 игрока «Сатурна» в чужой штрафной площади. Не очень много, но Бенуа тем временем сидит на газоне на другой половине поля. Вот сейчас выбежали к нему врачи. Повисает небольшая пауза. Что-то случилось с легионером «Сатурна». Сейчас он должен покинуть поле, естественно, поскольку появились врачи. Уже появилась вот эта бригада со складными носилками. Я думаю, что носилки не потребуется, и Бенуа Анг-2 сам в сопровождении врачей «Сатурна»
будет уходить за пределы поля. Игонин здесь рядом находится, посматривает, так он немного взволнованно в сторону бровки. Если придется сейчас сделать замену вынужденную Юргену Реберу, то это, наверное, сильно поменяет его план на игру. Тем временем Коряка подает. Зевау наносил удар по воротам, но оказался он неточным. Сектор болельщиков Рубина, естественно, тоже присутствует сегодня и поддерживает свою команду. В общем, я думаю, что не так много, наверное, болельщиков. И более того, я даже предполагаю, что примерно половина из них отправилась в Москву и в Раменское, соответственно, вчера, после завершения матча ЦСКА «Спартак». Потому что только вчера стало примерно 6 часов вечера по московскому времени. Ясно, что казанский Рубин имеет возможность сегодня стать чемпионом России. Сатурн очень неудобный для Рубина соперник. Об этом говорили мои коллеги перед матчем. И, в общем, разница мячей, та статистика, которую мы с вами видим, она только подтверждает вот этот факт. И Рубин здесь одерживал победу, как мы видели, забив оба мяча в Раменском с 11-метровой отметки. Игонин. Руслан Нафашев переадресовал мяч вперед, и там оказывается в положении вне игры Марко Топич. Пока, в общем, рубиновцы никуда не торопятся. Очень спокойную манеру выбрали для начала матча. Так, может быть, и присматриваются где-то к сопернику. Ковель. Не удалось ему утащить мяч, что называется, у Сергея Реброва. Снова Ребров. Низом играет на Шаронова. Мне кажется, что Степан Томас несколько менее мобилен, чем Алексей Попов в центре обороны. И, в принципе, центральная зона в защите получается не быстрой у Рубина. Ну, посмотрим, каков тут план и замысел Курбана Бердыева. Скорость, в конце концов, это лишь одно из качеств, которые присутствуют у защитников. И, возможно, ему сегодня просто потребовались более умелые в единоборствах футболисты. Хотя и Попова, конечно, не назовешь в этом отношении неумехой. На мой взгляд, давным-давно Алексей заслужил шанс попробовать себя в национальной сборной, хотя бы быть приглашенным на сбор. Может быть, это действительно и произойдет, потому что если Рубин станет чемпионом, а слово «если», я думаю, тут можно даже не произносить, Рубин станет чемпионом в этом году, это ясно как божий день, то, наверное, обращать внимание тренеры начнут не только на двух Сергеев, Симака и Рыжикова, которые сейчас вызываются в национальную команду. Но Рыжиков, правда, наверное, в связи с травмой голкипера московского «Динамо» Владимира Габулова. Но Симак — капитан нашей сборной. Шаронов выигрывает борьбу в воздухе, но Боа. Заброс такой на Бухарова. Ну, тот далековато располагался. А вот Зевау, естественно, выиграть у него позиционную борьбу не сумел. Караденис зарабатывает штрафной. Много, вы знаете, рассуждающих о том, достоин Рубин чемпионства с такой игрой, которую он показывает, или нет. Очень многие считают, что такой строго контратакующий, что называется, манере команда Курбана Бердыева дошла до первого места в таблице. Я думаю, что все эти досужие, в общем-то, разговоры смысла большого не имеют. Чемпион тот, кто набрал больше всех очков. У него, соответственно, чемпионская игра. Тот, кто считает, что Рубин может играть только со счетом 1-0, посмотрите внимательно матч с Крыльями Советов в последнем туре. Посмотрите игры с Зенитом. Станет ясно, что все это совсем не так. Теряют мяч гости. Сатурн мчится в контратаку. Соломон Окоронков вынужден был притормозить, поскольку передача Дюрицы была не вполне точной. Но и как только он притормозил, сразу же рядом оказался защитник Рубина. Это был Давид Кверквелия. Ан-2. Ну, все в порядке, видимо, какой-то маленький ушиб получил он. Ковель.
Знаете, вот не первый матч уже Леонид Ковель проводит в основном составе «Сатурна». И мы помним, какие моменты у него были на первых минутах игры в Санкт-Петербурге. В среду «Сатурн» играл там перенесенный матч с «Зенитом». Игра была отложена в свое время из-за участия «Зенита» в матче за Суперкубок Европы. Ну и, знаете, меня не покидает ощущение, что Ковель никак не может понять, что играет он уже в мужской футбол с взрослыми мужчинами. Такое впечатление, что продолжает он в какой-то юношеский такой вариант игры. Играть. Ну, сейчас принял мяч Ковель и отыграл его на Петра Немова. Нахушев. Я смотрю, что Топич-то, в общем, тоже больше располагается на фланге. Так что, по сути дела, с одним чистым форвардом играют сегодня и те, и другие. Вперед выдвинуты Бухаров и Акаронква, соответственно. Залау. Коряка. В принципе, рисковал Ковель сейчас свалить. Такой агрессивный очень был отбор на фланге. Хорошо, что он попал в мяч, а не в ногу сопернику своему. Симак. Махбет Сибая давно уже достаточно не играет у Рубина. Симак в связи с этим отодвинулся несколько глубже к линии обороны. Может быть, стал меньше участвовать в атаках. Хотя, вот если опять-таки брать матч с крыльями Советов, то у Рубина там очень хороши были коллективные атаки. И кто в них, собственно, только не участвовал. Рукой, по-моему, подыграл себе Александр Рязанцев. Сейчас арбитр линейный об этом свидетельствует. Ну и Денис Караденис. Много говорят о селекционной политике, которую проводил Рубин перед этим сезоном. Говорят, что, в общем-то, сумели казанцы собрать, во-первых, довольно опытный, во-вторых, довольно качественный состав. Ну и Денис Караденис — это одно из, в общем-то, важнейших для Рубина приобретений. Но уже, естественно, болельщики начинают несколько заглядывать вперед, фантазировать, как, мол, будет Рубин играть в Лиге Чемпионов. Я думаю, что, наверное, пока об этом рано говорить, да и сами казанцы, наверное, об этом не особенно думают. Денис Ребров здесь получает мяч, уже подходит и защитник левый сюда, в эту зону. Нобоа. Бухаров. Выходит Кински. Забирает мяч. Наверное, будет какое-то усиление у казанской команды перед Лигой Чемпионов, но я не скажу, что прям вот так вот надо полкоманды заменить Курбану Бердыеву. Усиливать надо, но даже вот этот основной состав, который сегодня вышел на поле, я думаю, вполне может показать себя в Лиге Чемпионов. Во всяком случае, Рубин уж точно не слабее белорусского клуба Батэ. Рязанцев долго искал он возможность для этой передачи. Там дважды успел открыться Александр Бухаров. Но Рязанцев так и не отдал ему мяч. Обратите внимание, что пока практически нет нарушений правил. Без стыков играют команды. Как на тренировке практически. Коряка. Поднимает руку там Марко Топич. Передача не точна. Немов. Был бы Игонин, можно было бы, наверное, ожидать удара в этой ситуации. А так Коряка забрасывает во вратарскую мяч, и там абсолютно спокойно его забирает Сергей Рыжиков. Ну, я думаю, что нужно нам здесь обойтись без каких-то двусмысленных намеков по поводу игры без нарушений правил. Дело все, наверное, в эмоциональном фоне, который сложился. Атмосфера некоторой предрешенности, она уже присутствует довольно давно. То, что Рубин станет чемпионом, я думаю, понятно было еще
месяц назад. Армейцы пытались себя до последнего убеждать, что им удастся догнать Рубин, тем более, что впереди у них очная встреча. Но капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в преддверии матча с Спартаком сказал довольно злую, но довольно точную фразу, на мой взгляд, что с Рубином все ясно. В последнее время соперники не бьют по его воротам. Последняя очковая потеря была в матче с Москвой у Рубина, и затем опять пошли одни победы. Но сегодня вот эта предрешенность, она, на мой взгляд, достигла апогея. Конечно, все понимают, что Рубин будет чемпионом. И сами они это прекрасно понимают. И есть возможность уже и даже поразмышлять, в какой игре чемпионом становиться лучше. Ну и футболисты Сатурна тоже понимают, что такой помехой-то они будут, даже если обыграют сегодня казанскую команду. Как кочка на пути, не более того. Коряка. Немов двоих пытался обыграть, не получилось у него ничего. Ковель. Такое удаление от ворот Соломона Коронкова не опасен. Он играл в немецком чемпионате, играл за Герту. Очень хорошо знаком Юргену Рёберу. Пока я бы не сказал, что что-то сверхъестественное в российском чемпионате показывает Коронков. 15-я минута встречи пошла. 0-0 пока счет не открыт. И, в общем-то, и ударов по воротам практически не было. Сталкиваются между собой Коронкова и Ковель. И в такую коробочку, в сэндвич своеобразный между ними попал Степан Томас. И было здесь нарушение правил. Поднимается Томас, врачи ему не нужны. Хотя заволновались там, наверное, на бровке у казанского клуба. Запасные игроки практически все в одеялах сидят, укрывшись. Не очень жарко. В Раменском, но в то же самое время и не сказал бы я, что очень холодно. И самое главное, нет дождя, поэтому приятно, наверное, футболистам играть. Но Боа направо пасует. Идет Денис. Не удалось ему с дриблингом войти в штрафную. Сергей Симак с мячом. Переводят на противоположный фланг. Здесь подключался Дато Кверквелия, но тянулся уже из последних сил за этим мячом, и поэтому точных передачи сделать не сумел. В центре обороны у Рубина играют сегодня Томас и Шаронов. Слева Кверквелия, справа Ансальди. Да, в общем-то, все привычно. Симак. Опорный полузащитник, перед ним располагается Боа, слева Сергей Ребров, справа Александр Рязанцев, где-то в позиции полунападающего Дениса, и впереди Александр Бухаров. Ну уж простите меня, что больше внимания уделяю Рубину, но это все-таки будущий чемпион, и, наверное, репортаж нужно строить, что называется, от него. Сатурн — это тоже интересная команда, но тут, мне кажется, что разговор вообще не только и не столько футбольным должен быть. Потому что все те процессы, которые в этом году происходили в Сатурне, они, в общем, к футболу кому-то, кажется, имеют непосредственное отношение, а мне кажется, что приблизительное. У Сатурна играют Зилау в центре и Дюрица. Ангба на правом фланге, Навшев на левом в обороне. Опорник Алексей Игонин, где-то там же рядом с ним Немов, центральный полузащитник. Топич играет на левом фланге, Ковель на правом, Коряка под единственным нападающим Соломоном Коронкова. Навес штрафную Ковель, вот это было уже опасно. Бамбердыев встает со своего места, выходит в бровке. Костюм, обратите внимание, у Курбана Бердыева практически не изменен. То есть не практически, а он вообще не изменен. На выездных играх Бердыев всегда в тренировочном костюме.
зеленая куртка, бейсболка, неизменные четки в руках, а дома всегда в одном и том же сочетании пиджака и рубашки. Ну, очень суеверный человек Курбан Бердыев. Я не думаю, что здесь должны быть какие-то основания для юмора у нас в адрес наставника Рубина. Нет, в общем, каждый имеет право иметь свои какие-то внутренние убежденности и в данном случае выбирать себе, что называется, фартовую одежду. Ансальди. Один из мячей забил в ворота Крыльев Советов. Вообще, надо сказать, что Ансальди больше любит атаковать, чем обороняться. И, судя по всему, это такая практически привычная манера для аргентинских защитников, крайних, во всяком случае. Можно о Клементо Родригесе из «Спартака» в этом смысле поговорить. Можно Осмара Феррейру вспомнить, хотя тот не очень понятно был защитником или все-таки игроком средней линии во время своих выступлений за ЦСКА. Шаронов придерживал он соперника. Штрафной зарабатывает Сатурн. Коряка. Были времена, когда с этих позиций он решался на удары, и удары эти достигали цели. Одно время даже был лучшим бомбардиром российского чемпионата Андрей Коряка. Ну, наверное, подавать будет. 5 игроков Сатурна в чужой штрафной. Нет, Нахушев закидывает так мяч. Здесь пытался Игонин подставить ногу. Ногу подставил, но мяч ушел за пределы поля. 20-я минута первого тайма. Ничья 0-0. И я не удивлюсь, если матч этот будет и заканчиваться с подобным результатом. Поскольку, повторюсь, очень многие убеждены, и есть основания для таких мыслей, что Рубин, конечно, захочет стать чемпионом в домашней игре. Зывао. Лангбуа с мячом. Агрессивности, мне кажется, немножко не достает и тем, и другим. Вот почему опять-таки возникают все время эти мысли о том, что Рубин отложит решение главного вопроса чемпионата России. Казалось бы, рвать и метать могли бы казанцы сегодня, но пока ничего подобного не происходит. Очень спокойно они играют. Валерий Лобановский такие встречи называл тренировка с повышенной ответственностью. Шаронов пас вперед. Спрятался за спиной там у соперника Денис Караденис. Ребров. На свободного Симака переводит мяч. Возможно, будет бить издали Симак. Да, так и есть. Рядом со штангой. Даже я бы не сказал, что очень рядом. Так, наверное, в 1,5 метрах от штанги мяч пересек линию ворот. Ушел за пределы поля. Дюрица. Пропустил мяч просто за пределы поля. Не торопится Сатурн с введением его в игру. Коронква. Теснил его Степан Томас от мяча. Рыжиков. Любопытно, конечно, будет встреча сыграна в предпоследнем туре между ЦСКА и Рубином. Но многие хотели бы, наверное, чтобы этот матч определял что-либо. Может получиться так, что он вообще ничего не будет значить, поскольку и Рубин может к этому моменту уже быть чемпионом, и ЦСКА может себе гарантировать серебряные медали.
Ну и очень серьезная борьба развернется за третье место в российском чемпионате. Я напомню, что 3 команды теперь у России в Лиге чемпионов. 2 попадают туда напрямую. Рубин уже гарантировал себе место в групповом турнире Лиги чемпионов следующего сезона. Близкие к этому московские армейцы, которые занимают 2-е место. Ну а вот далее все будет очень серьезно и жестко, потому что 44 очка на сегодняшний день у «Динамо». После сегодняшней победы в Владивостоке 44 очка имеет «Амкар». По 43 у «Зенита» и «Спартака», выигравших свои вчерашние матчи с одинаковым счетом 1-0. «Зениту» «Химок» дома благодаря голу Дани, а «Спартаку» ЦСКА благодаря мячу Никиты Баженова. Ну и «Локомотив» и «Крылья Советов» свои поединки будут проводить завтра. «Локомотив» с «Динамо», «Крылья Советов» с «Шинником». Если они одержат победу, у них 41 очко будет у тех и у других. Так что тут борьба и за 3-е место нас ожидает, за Лигой чемпионовская, и за 4-ю и 5-ю позиции, которые дают право сыграть в Лиге Европы. Кубок УЕФА подвергается реформам. До следующего сезона будет носить именно такое название. Ну а игра ЦСКА Рубин может стать таким матчем доказательства чего-либо для армейцев. Подача в штрафную, Бухаров не попал по мячу. Хотя момент-то неплохой был для него. Ковель, Коряка. У Сатурна в атаках все время сбивается темп. Кажется, что можно побыстрее доставить мяч. Ну так вот, можно вспомнить, что Рубин оба матча выиграл у «Зенита». Рубин оба матча выиграл у «Динамо». Рубин в первом туре чемпионата на старте его одержал победу в Москве над «Локомотивом». Рубин не проиграл в домашней игре ЦСКА. Единственный, собственно, матч, который большой команде Рубин проиграл, это игра со «Спартаком» как раз в 8-м туре чемпионата. Тогда «Спартак» в Казани одержал победу со счетом 3-0. Это, наверное, была лучшая игра «Спартака» за весь сезон. Но, с другой стороны, Рубин взял реванш в Москве, выиграв в Лужниках со счетом 1-0. Юрген Рёбер на бровке. Довольно активно что-то он подсказывает своей команде. Но я думаю, что Рёбер, наверное, уже смотрит в будущее и пытается прикинуть контуры Сатурна на будущий сезон. Пытается определить, какие футболисты ему нужны, на какие позиции. Потому что укрепляться Сатурну, конечно, надо. Глубины состава должной он, на мой взгляд, не имеет. Выбивает мяч из штрафной Давид Кверквелия. Ничего опасного там не получилось. Бухаров, поддержали его, по-моему, руками. Или сам Бухаров держал. Да, Николай Иванов фиксирует со стороны казанца фол. Диагональ такая в исполнении Немова, очень неточная. Сатурн, в общем-то, неоднократно называли командой ветеранов, как и Рубин, кстати говоря, потому что действительно здесь много игроков, и у тех, и у других, которым около 30 или уже за 30. Ну, Сатурна это и Коряка, и Лоськов, который сегодня в запасе, и Евсеев, который в состав не попадает, уже изгнанный из команды Андрей Гусин. Все были игроки в какой-то момент основного состава в этом сезоне, не говоря уж о Дмитрии Кириченко. Ну, а у Рубина тут и Ребров, и Симак, и Милошевич, и Степан Томас, кстати говоря, да и Шаронов. Роман Шаронов, между прочим, участник финальной стадии чемпионата Европы 2004 года. В прошлом игрок сборной России. Томас с Шароновым играет. Я, кстати, полагаю, что вот, казанцы-то, наверное, болельщики казанские многие думают, что Шаронов и сейчас сборной не помешал. Давайте посмотрим эту атаку. Ребров, классный перевод на Карадениза Гелгдениза. Удар и рикошет, и мяч уходит за пределы поля. Правда, в офсайде стоял Александр Бухаров в этом эпизоде. Ну так вот, и думаю, что можно, конечно, иронизировать по поводу приглашения Шаронова в команду национальную нашу, но хуже, чем Широков, чем его тезка, он, наверное, выглядеть не будет. Как тут, кстати говоря, не вспомнить как раз матч «Зенит-Сатурн», который был сыгран в среду, и который «Зенит» в нем повел, довольно быстро забил гол, и затем из-за чудовищной совершенно ошибки Широкова соперник счет сравнял. Очень грубо играл в этом эпизоде. А Коронкова ногу поднял выше головы.
врезался в Романа Шаронова. Абсолютно заслуженное предупреждение. Первая желтая карточка в сегодняшнем матче на 29-й минуте от арбитра Николая Иванова. И получает ее нападающий Сатурна Соломон Акаронков. Это второе предупреждение в нынешнем сезоне у него. Дисквалификация, я напомню, наступает у нас после 4 карточек. Так что, наверное, говорить о том, что она Акаронкову угрожает, не стоит. Я так понимаю, что, кстати говоря, у нас появляется первый игрок, который чемпионат России завершил. В вчерашнем дерби ЦСКА «Спартак» был удален с поля Юрий Жирков. Удален за нецензурную брань в адрес арбитра. И, скорее всего, это приведет к 3-матчевой дисквалификации. Армейцам как раз 3 игры осталось сыграть в российском чемпионате. Шаронов. Бухаров в подкате. Думаю, что тоже может быть кандидатом в сборную России Александр Бухаров. Ну, в том случае, если обретет некоторую стабильность и результативность. Я напомню, что в Рубине есть еще и Роман Адамов. Если Шаронов был участником финальной стадии чемпионата Европы 2004, то Адамов был в сборной на Евро этого года. Ангва навешивает штрафную. Топич. Расстрел. Да, без по-настоящему острых моментов играют команды. Ребров. Могло бы быть интересное такое дерби. Ну, давайте досмотрим атаку Рубина. Затем я продолжу. Симак обыграл Зелау. Приближается к штрафной. Но решил уже туда войти. Бухаров выручает Кинский в ближнем бою. Ну, вот это, наверное, самый острый момент из всего того, что мы видели. Симак, как мне показалось, немного затянул. Здесь можно было уже делать передачу. Но он решил еще 2 обыграть. Грудью Кинский отбивает мяч. Оживился там, конечно, сектор казанских болельщиков за спиной у Антонина Кински. Хотят они увидеть гол в ворота, которые рядом с ними расположены. Симак. Ребров. Много важных мячей забил Ребров в этом чемпионате за Рубина. Ведь в начале сезона были проблемы определенные у него, но он вообще травмированным пришел в Рубин и долго не мог пробиться в основной состав. Даже говорят, что летом был на грани расставания с ним Курбан Бердыев, но в итоге осенью как хорош Ребров. И сколько действительно важных и нужных для команды мячей он забил. И победный «Динамо» на своем поле, и победный «Спартак» в Лужниках. Так вот, могло бы быть интересное такое украинское дерби сегодня, своеобразное. Ребров-Гусин, если бы остался Андрей Гусин игроком раменского «Сатурна». Грустная история, это все очень непонятное абсолютно. И с тем, как расстался «Сатурн» с Гаджиевым и Борисом Игнатьевым. Ну, если отставка тренера — это все-таки реальность в современном футболе. И здесь, в общем, мы можем говорить как о не очень, наверное, приятной для тренеров ситуации, когда они долго слушали о том, кто их сменит, продолжая оставаться при этом тренерами. С другой стороны, мы можем говорить о результате, потому что результат в футболе определяет все, и прежде всего продолжение тренерской карьеры. Результаты у «Сатурна» в этом году были печальные. Но вот то, как с Гусиным расстался «Сатурн», и конкретно генеральный директор команды Борис Жиганов, на мой взгляд, это очень некрасиво. И обвинить футболиста, которому 35 лет и который был действительно капитаном почти всех команд, в которых играл, в каких-то не тех человеческих качествах, это очень странно. Кверквелия получает травму, но здесь Соломон Акаронкова правил-то не нарушал. Кверквелия просто упал очень неудачно, по-моему, на руку приземлился, да, и что там такое, появились и врачи, и носилки уже опять на поле.
Хотя нет, я думаю, продолжит, конечно, игру Дата Кварквилия. Ну вот, и понимаете, как странно, да, человеческие качества Гусина. У Лобановского не вызывали они вопросов, у Михайличенко не вызывали, у Блохина не вызывали, у того же Гаджиева не вызывали, а потом вдруг взяли и вызвали. Так не бывает в футболе. Далеко бьет мяч на чужую половину поля Томас. Но дело в том, что владели мячом игроки Сатурна. И вышел просто с мячом за пределы поля Андрей Коряк, чтобы игра была остановлена. И вот таким образом Рубин этот мяч вернул хозяевам. Ну, я не хочу слишком долго заниматься рассказами о том, как Сатурн прожил этот год. Уж тем более я не хочу давать никаких оценок людям, которые в нем работают. Рассудит всех время. В том числе и время покажет нам, какого класса специалист Юрген Рёбер. Я, честно говоря, скептически отношусь к его перспективам в России. Но, может быть, он сможет убедить меня, что это не так. То же самое касается и Бориса Жиганова. Может быть, он сможет доказать, что его методы управления клубом правильные. Любопытно, что он, кстати, хочет получить тренерскую лицензию. Должна быть вообще желтая карточка здесь. Либеральничает, по-моему, Иванов. Сейчас мы посмотрим повтор, конечно, этого эпизода. Реброву сильно досталось, он вскрикнул аж, получив по ноге. Ну, не с этого бы ракурса, потому что тут не очень понятно, куда попал Анг-2 сопернику, но вообще он летел прямой ногой. И уж чего-чего сегодня, конечно, не хотелось бы видеть, ни в коем случае это травм каких-то. Ну, поднялся Ребров, уже снова он в игре, уже в чужой штрафной. Здесь Рязанцев отобрал мяч у соперников, но упустил его за пределы поля. Ну вот, возвращаясь к Борису Жиганову, его стремлению получить тренерскую лицензию, об этом Гаджиев рассказал в одном из своих интервью. Я надеюсь, что Жиганов тоже как-нибудь расскажет об этом, потому что очень любопытно, зачем она ему. Ну, можно, конечно, пошутить, поиронизировать, да, чтобы в случае очередной смены тренера он бы мог сам поруководить немного и поискать нового наставника. Но, честно говоря, мне не хотелось бы шутить. Это серьезный вопрос. Трудно в мире найти аналог, чтобы руководитель клуба имел тренерскую лицензию. Но, правда, было такое однажды в Баварии, в Мюнхенской, когда Франц Бекенбауэр уволил Отто Рихагеля и доводил команду до конца чемпионата сам. Но, правда, тренер Бекенбауэр выиграл чемпионат мира, а тренер Жиганов пока не знаем, на каких успехах добился. Ребров ошибается в передаче, не очень аккуратно он ее сделал. Ковель, Коряка, Ковель входит в штрафную. Удар поворотом, Рыжиков. Красавец Сергей Рыжиков. Вы знаете, я скажу, что вот она одна из главных причин того, что Рубин так играет в этом году. Потому что угадал однозначно с голкипером Курбан Бердыев. Рыжиков вратарь, знаете, немного нервный. Да, он не настолько спокоен, как Игорь Акинфеев, к примеру. Но сколько он раз спасал свою команду по ходу этого чемпионата, сколько очков завоевал для Рубина, я думаю, что никак не меньше, чем Ребров. И, кстати, вызов Рыжикова в сборную — это, в общем-то, такое торжество справедливости, мне кажется, по отношению к этому голкиперу, потому что он заслужил этот вызов. Да, ну вот так вот Кинский один раз спас после удара Бухарова с близкого расстояния. Сейчас Рыжиков выручил после удара Ковеля. Народ-то потихонечку подходит, продолжают приходить сюда зрители. Ну, довольно раннее время начала матча. Может быть, есть какие-то дела другие у болельщиков Сатурна, которыми они должны заняться. Должны были, точнее говоря, заняться. Да, ну, Ковелю, конечно, лучше было бы направить мяч в другой угол, но он опять-таки к мячу тянулся. Поэтому говорить о какой-то подкрутке или более правильной траектории здесь не приходится. Симак. Подача в штрафную. Кинский на выходе играет хорошо.
Игорь Корнеев, Александр Бородюк, тренеры российской сборной, наблюдают за этой встречей. Думаю, что, конечно, в большей степени наблюдают они за Рубином, потому что в Сатурне не могу вам сказать, что вижу кандидата хотя бы одного в российскую сборную. Ну, кто здесь футболисты, которые могут за нее играть? Игонин, Немов, Нахушев и Коряка. Вот 4 человека. Коряка в сборной был. Наверное, его время уже в сборной позади. Игонин, в общем-то, тоже ветеран. И даже когда он играл ярче и лучше, его в сборную не вызывали. Нахушев и Немов. Ну, тоже, наверное, такое трудно себе представить. Самое главное, трудно представить, вместо кого они могут быть вызваны в сборную. А вот у Рубина, тут, как я уже сказал, 2 игрока и привлекаются. Симак и Рыжиков. Недавно еще вызывался Адамов в национальную команду. Наверное, меньше всего шансов у Шаронова, потому что Рязанцев и Бухаров футболисты достаточно молодые, с будущим. Тоже нужно быть в курсе тренером сборной о том, кто это такие и во что они играют. В запасе есть Попов. Может быть, сегодня появится на поле. Кстати, о запасных. Приближается перерыв. 5 минут осталось командам сыграть. Назову вам игроков резерва. У Сатурна это вратарь Ботвиньев. Полевые игроки: Петрош, Лоськов, Воробьев, Сапета, Мальков и Иванов. Сатурн, как вы видите, во втором тайме пропускает гораздо больше. Это уже такой намек Юргену Рёберу на будущее. У Рубина в резерве Джефтон, Попов, Баляйкин, Хасан Кабзе, Милошевич, Адамов и вратарь Ревишвили. Ангва в прыжке выбивает мяч на чужую половину поля. Скорости не включают все-таки. Ни те, ни другие. Так вот, катится мяч. Матч и мяч тоже вместе с ним. Куда в итоге прикатится? Что сегодня у Рубина вот в этом заранее намеченном графике? Вернее, может быть, было в нем что-то другое, но после вчерашней игры что-то поменялось между ЦСКА и Спартаком. Ангва. Коряка. Ангва. Хорошо разыграли-то мяч они на самом деле, но Коряка долго его перекладывал с ноги на ногу. Так, Ангва уже нарушал правила против Реброва и уже и таким образом в том числе их нарушал. Вот давайте посмотрим этот розыгрыш. С левой бы, конечно, бить Андрею Коряке. Могло бы получиться гораздо острее. Рыжиков будет штрафной пробивать. Курбан Бердыев в последних играх, кстати говоря, регулярно в перерыве меняет связки в нападении. Скажем, в матче против Шинника тур назад, не в прошлом туре, а тур назад, он 2 нападающих поменял. Ох, какой удар Ковеля, а! Если бы он забивал все те моменты, которые у него есть, он бы лучшим бомбардиром недели был бы уже точно. В одном только Санкт-Петербурге мог хет-трик сделать. И сегодня второй прекрасный момент. В дальний угол направлял мяч Леонид Ковель. Очень талантливый игрок, и вы знаете, о нем давно говорили. Еще когда он выступал в чемпионате Украины за Карпаты, Ковель ездил на просмотр в лондонский Арсенал, и даже Арсен Венгер его оценил. И, в общем, хвалебные слова говорил в адрес этого футболиста. Ну вот оказался он в Сатурне. Пока, как я уже говорил, тот футбол, в который Ковель играет, сложно назвать взрослым. Ну, всему свое время. Так вот, Курбан Бердыев менял связки нападающих. Тур назад 2 поменял. В прошлом туре 1 в перерыве. Может быть, сегодня что-то такое будет. Милошевич, Адамов, 2 чистых форварда в запасе. Еще атакующий полузащитник Кабзе, который тоже может играть как нападающий. Вот статистика по пробегу.
сегодняшней встрече. Больше других двигается Петр Немов у Сатурна. Игрок середины поля. Я думаю, что львиная доля этого расстояния — это вот штрафной до штрафной. У Рубина больше всех Симак пробежал. Вот он с мячом сейчас. На самом деле падать-то он начал сам, мне кажется. И уже потом руку на него положил Ангва. Но здесь попытка жесткого такого отбора в исполнении Симака. И получилось у него это с нарушением правил лишь. Одна минута добавлена к времени первого тайма судейской бригадой. Через 5 секунд это время пойдет. Счет пока не открыт. Моменты стали появляться ближе к перерыву у команд во второй половине тайма. По разу в сложных эпизодах выручили свои команды голкиперы Антонин Кинский и Сергей Рыжиков. Ну и, наверное, будут вспоминать сатурновцы вот этот удар Ковеля, который оказался немного неточным. Ребров. Читалась, на самом деле, эта передача. Снова Ребров с мячом. Мяч отскочил к нему же. Ну, а здесь не успеет Александр Рязанцев. Половину из добавленной минуты сыграли. Ну и все. На этом заканчивается первый тайм. Оказались игроки как раз на той половине поля, где и располагается коридор, ведущий к раздевалкам. Поэтому довольно быстро они поле покидают. Ничья 0-0 пока в Раменском. Темп невелик. Футбол по большому счету интересным назвать, честно говоря, трудно. Видите, удары по воротам всего 4 за 45 минут на 2 команды. 4 также и угловых. Была одна желтая карточка. Соломона Коровкова ее получил игрок Сатурна. Но я передаю слово своим коллегам. Наша трансляция из Раменского продолжается. 0-0 в матче Сатурн-Рубин. Сейчас у нас реклама, потом разбор первого тайма. Ну что же, закончился первый тайм в матче Сатурн-Рубин. Наверное, если так некое резюме подводить, можно отметить, что Сатурн ни в чем не уступает, наверное, Рубину сегодня. Мне вообще понравился первый тайм в исполнении обеих команд. Примерно похожие тактические схемы с 3 центральными полузащитниками играли команды. Я думаю, что небольшим сюрпризом было для Рубина то, что Марко Топич играл чуть левее, а Коронко играл центральным нападающим. Но, тем не менее, удались командам в хорошей атаке. К сожалению, ни та, ни другая не смогла поразить ворота. Ну и комбинационный футбол, то, что было понятно, как команды хотят атаковать, тоже было заметно в первом тайме. Да, и отмечаем мы, что действительно очень много моментов, пока нет только голов. Не первый раз, Владимир, работаем с тобой на матчах Сатурна, наверное, уже раз третий за месяц, за полтора. И, наверное, вот именно сейчас уже ощущается вовсю прогресс в игре команды. Вот мы видели матч с Спартаком, совершенно другой футбол был. Ну, сложно сказать, что вовсю, но сдвиг положительно есть, конечно, прежде всего в командном движении, в организованности. То, что как взаимодействуют игроки, я думаю, вот понравился мне в первом тайме Леонид Ковель на правом фланге, как действовал. Я думаю, все обратили на это внимание. Ну и, конечно, общекомандные действия. Вот видим, какой прекрасный момент был как раз у Леонида. И игра надежная Рыжикова спасла. Ну да, что же Рубин? Что же Рубин? Рубин, естественно, у него тоже было несколько хороших моментов впереди. И если подводить итог первому тайму, то в целом равная игра.
Да, вот таким получился овертайм. Очень много эпизодов. И надо отметить, что в первом тайме мы как раз следили за игроком Рубина. Александр Рязанцев. Специально мы решили за ним поведить с помощью нашей камеры. Давайте понаблюдаем, вообще какое впечатление оставил. Александр Рязанцев действовал на позиции правого полузащитника. Естественно, для этой позиции мы видим показатели. Очень много игрок пробежал. В основном атаки строились больше через правый фланг у Рубина в первом тайме. И что интересно, я посмотрел, специально следил, видим зона действия. Глубоко назад он не отходит. Действует на правом фланге, очень часто смещается в середине. И Александр пытался, что очень важно для игрока на этой позиции, делать много обостряющих передач. С чем связано, с твоей точки зрения, что вот правый фланг все-таки в большей степени у Рубина задействован, нежели левый? Больше Карданис смещается в эту сторону, больше Симак играет. Здесь Бухаров туда тоже смещается. И Ребров с левого фланга подходит к середину. Хотя, конечно, и с левого фланга тоже были интересные атаки. Подготовили мы несколько эпизодов для вас. Матч достаточно насыщенный. Выбрали самые любопытные. Давайте начнем с одной из атак Рубина. Взяли мы ее практически с самого начала. Вот как раз мы видим, как развивались многие атаки Рубина. И вот что важно, Рязанцев сразу же в одно касание. И Караденис сместился далеко направо, а Рязанцев уже идет в середину. Симак занял позицию фактически под нападающими. И очень хорошая игра в одно касание. Неудачно здесь не попал в мяч сразу же Караденис и делал передачу на Бухарова. Не дошла она, был перехват. Да, здесь только углового они добились. Давайте посмотрим следующий эпизод. Это уже атака Сатурна. И как раз вот впервые, наверное, здесь себя проявил Ковель. Вот как раз атака тоже развивается через фланг, но здесь будет совершенно другое продолжение. На другом фланге мы видим, как раз появился у нас на экране Ковель. Не успевает за ним Ребров в этом моменте, должен играть левый защитник. Но и верховую борьбу выигрывает и только не попал по воротам Леонид. Да, давайте смотреть следующий эпизод. Это атака, очень хорошая атака Рубина. Здесь себя здорово проявил Сергей Симак. Как раз она началась с того, что Рыжиков быстро ввел мяч сначала на Симака, он отыгрался, и потом получилось так, что все партнеры открывались, но как раз используя то, что игроки под него открывают, Симак взял игру на себя. Здесь уже рисковал в штрафной площади и очень удачно выскочил мяч на Бухару, у которого было два решения, вернее, два варианта продолжения. Либо вдоль ворот решился на удар, и Кинский, успев сблизиться, фактически не дал возможности нападающим поразить ворота. Да, хорошая игра Антонина Кинский. Давайте смотреть еще один эпизод. Это момент с участием игроков Сатурна. Перехват. Очень важно, когда команда перехватывает мяч, есть возможность для быстрой контратаки. Но здесь как раз игроки Сатурна, 6 человек, сразу же вступили в отбор. Вот как раз и когда мы говорим о положительной динамике в игре Сатурна, мы сейчас ее видим. Ну и здесь прекрасно играет Ковель, успевает развернуться. Его держали даже в этом моменте и успевает пробить точно в ближний угол. Но Рыжиков сыграл выше всяких похвал. Кому пока отдаем, так скажем, пальму первенства? Сатурн, наверное? Счет говорит о том, что пока некому отдавать. 0-0. Ну что же, сейчас у нас реклама, потом второй тайм. Для вас будет продолжать свою работу наш комментатор Алексей Андронов. Телекомпания НТВ+ продолжает прямую трансляцию из Раменского со стадиона «Сатурн». Матч 27-го тура чемпионата России по футболу, Росгосстрах чемпионата России по футболу. «Сатурн» принимает на своем поле казанский «Рубин», лидера чемпионата, и без 5 минут, на мой взгляд, чемпиона. Ну, образно говоря, без 5 минут, а там уж посмотрим. Может быть, без 45 минут, может быть, без 135. В общем, это, наверное, Рубин сам для себя определит, как ему в данной ситуации действовать. Факты просты очень. 7 очков отрыв Рубина от ЦСКА. ЦСКА свой матч в этом туре проиграл Спартаку. Так что в случае победы Рубин сегодня досрочно становится чемпионом России. Но, в общем, многое, как мне кажется, говорит о том, что Рубин этого делать не хочет пока. Вот по первым 45 минутам. Следующий матч у него домашний в Казани против грозненского Терека. И, может быть, торжества состоятся как раз в этой игре. Замена одна произошла в составе Рубина. Появился Саво Милошевич на поле. Заменил он Александра Бухарова. Четко, позиция в позицию. Центральный нападающий вместо центрального нападающего. С составов и начнем мы. Сатурн, Антонин Кинский в воротах. Первый номер у него на футболке. Третий Зелао. Пятый Алексей Гонин. Капитан команды. Шестой Ян Дюрица. Седьмой Петр Немов. Восьмой Марко Топич. 15 номер Руслан Нахушев.
21-й Андрей Коряка, 25-й Бенуа Ан-2, 29-й Леонид Ковель и 31-й номер Соломон Акаронква. Главный тренер «Сатурна» Юрген Рёбер, немецкий специалист. Пожалуй, что больше атак его команда провела в первом тайме. И дважды был Леонид Ковель близок к успеху. Но в одном случае выручил казанцев вратарь Сергей Рыжиков, а в другом Ковель сам пробил неточно. Начался дождь в Раменском. Второй тайм будет проходить под дождем. Мяч, соответственно, уже мокрый. И я думаю, что мы, наверное, будем чаще видеть во втором тайме дальние удары. Состав Рубина: Сергей Рыжиков, 77-й номер, голкипер. Второй Степан Томас, третий Кристиан Ансальди, 7-й номер Сергей Симак. Под 11-м играл Александр Бухаров. Вместо него появился на поле 19-й номер Сава Милошевич. 14-й Сергей Ребров, 15-й Александр Рязанцев, 16-й Кристиан Нобоа, 27-й Давид Кверквелия, 61-й Георг Денис Караденис и 76-й номер Роман Шаронов. Курбан Бекевич Бердыев на ваших экранах главный тренер казанской команды. Арбитр сегодня Николай Иванов из Санкт-Петербурга. Помогают ему также петербуржец Николай Голубев и Владимир Семенов из Гатчины. Ваш комментатор в Раменском Алексей Андронов. Мы продолжаем смотреть игру 27-го тура Росгосстрах чемпионата России по футболу. Вы видите, что Рубин много забивает во вторых таймах своих матчей. Ну и в первом тайме мы видели статистику, которая касается игры Сатурна. Во втором тайме Сатурн много в нем пропускает. Коряка стреляет метров с 27. Издали очень неточно. По мячу как следует не попал полузащитник Сатурна. Аут показывает Николай Иванов. Не зафиксировал он здесь нарушение правил. Нахушев бросает мяч из аута. Коряка. Пожалуй, что с мячом Коряка бывает чаще других футболистов Сатурна. Но не всегда удается ему обострить игру и какой-то голевой момент создать. Анг-2. Напомню, что пока все три матча вот этого тура 27-го, которые были сыграны, все завершились с одинаковым счетом. 1-0. «Зенит» выиграл у «Химок». Мяч на счету Дани. «Спартак» выиграл у ЦСКА. Мяч забил Баженов. И «Амкар» в Владивостоке, я думаю, что окончательно похоронил «Луч». Старков там отличился. Ну, формально между «Лучом» и «Химками» 3 очка. У «Луча», кстати, осталась одна домашняя игра. И с кем бы вы думали? С московским «Спартаком». Ну, спартаковцы, я думаю, вчера подпитались приятными эмоциями. Прервали более 7 лет уже длящуюся серию безвыигрышную в играх с ЦСКА. Вчера вообще такой был спартаковский день. Роман Павлюченко, за которого, честно говоря, я очень рад. Победный мяч забил в ворота лидера английской премьер-лиги Ливерпуля. Внимание, Видич отличился в игре Манчестер Юнайтед Халл. Ну и, собственно говоря, сам Спартак. Сатурн подает штрафной. Выиграна борьба в воздухе Милошевичем, который пришел поработать в своей штрафной площади. Еще один дальний удар. Наносит его Леонид Ковель и снова не точно. Да, при габаритах Милошевича это неудивительно, конечно, что он работает на стандартах у своих ворот. Превосходит, по-моему, в росте абсолютно всех игроков, которые на поле. Ну, с вратарями его пока сложно сравнить, потому что он рядом с ними не стоит. А вот Залао, сейчас пробежавший мимо Милошевича, совершенно точно пониже его.
Ну, Милошевич, я думаю, что свою лепту тоже внес в то, что Рубин будет чемпионом в этом году. И, может быть, это заключается даже не только и не столько, насколько я знаю, во всяком случае, в забитых мячах. Забитых мячей у него всего 2. И то, в общем, не в самом, наверное, важном для Рубина матче в игре с нальчикским «Спартаком». Но дело все в том, что вот такой опытный футболист, который практически все в своей карьере видел, это очень хороший, так сказать, кирпичик в фундамент команды. Когда есть такие опытные игроки, и которые, самое главное, хотят передавать свой опыт, хотят помогать молодым футболистам, то тренеру проще работать. Если ветеран думает не только о том, как бы собственную зарплату в кассе получать и безбедную старость себе обеспечить. Милошевич как раз из тех, кто молодым, насколько я знаю, помогает. Так же, как, впрочем, и Ребров, и Симак, и другие опытные игроки казанской команды. А Коронко сейчас отошел на позицию, по сути дела, крайнего полузащитника. В центре нападения там Ковель оказался, оттерли его от мяча. Ребров. Милошевич в одно касание отыгрывает в центр. Рязанцев. Включается Ансальди. Я уже говорил, что он с удовольствием ходит в атаку. Наткнулся сейчас на соперника. Гёкденис Караденис. Навес в штрафную. Совсем не точно. Ни Реброву мяч не мог достаться, ни Саве Милошевичу, которого он просто над головой пролетел. Кырквели нарушает правила, и, видимо, желтая карточка сейчас будет. Да, вторая в сегодняшнем матче. Так остановил руками Кырквели, намечавшийся проход Бенуа Анпуана от чужой половины поля. Коряка на движение решил обыграть Нобо. Получилось у него это, но тут же вырос еще один игрок Рубина перед ним. И в итоге мяч потерял Коряка. Караденис. Милошевич. Неудобно было. Подстраивался под мяч Милошевич. Поскользнулся в какой-то момент. Здесь уже даже если бы он попал по мячу, сильным бы удар головой не получился. Рязанцев. Пас в штрафную. Видел Зелау, что успеет к мячу Кински первым, поэтому так оставил мяч своему голкиперу. Сегодня у Рубина из-за дисквалификации отсутствует Андрей Кабенко. Его появление, в общем, можно было бы ждать, если бы он был в заявке команды, потому что, мне кажется, Рубину немного не хватает фланговой игры. Ну, вот этого свобода маневра, этой свободы маневра лишен Курбан Бердыев. Ушел мяч. Ансальди. Рязанцев бьет поворотом. С угла примерно штрафной площади. Не очень сильно и не очень точно.
Симак. Как совсем стала затихать игра. И стадион, в общем-то, реагирует тишиной практически. Даже в казанском секторе тихо. Вот может получиться острый момент. Коряка, нужно забивать. Было, конечно, здесь. И пас он мог отдать на Марка Топича. И сам мог отличиться. Давайте посмотрим на повторах. Такое впечатление, что в дальний угол метил Коряка. Но опять-таки надо было другой ногой этот удар наносить, если туда он целился. А Топич недоволен. Он считает, что должен был ему абсолютно свободному Коряка выкатить мяч. Может быть и так. Бездарно, конечно, упущен момент. Рязанцев пасует на Гёкдениза. Останавливает мяч турок. Навес. Рязанцев. Оба. Попадает в соперника. Турквели. Еще одна подача. Все они адресованы одному человеку. Сава Милошевичу. Пока тот мяча не получает. Но я вспомнил вчерашний матч в английской премьер-лиге. Надо сказать, что Роман Павлюченко, который играл второй тайм за Тоттенхэм, в общем-то, тоже мяч получал нечасто. Зато получил его один раз на 90-й минуте в хорошем положении и отправил в сетку. Второй гол свой забил в премьер-лиге. Вот может так и с Милошевичем сегодня получится. Тоже вроде не в игре, а в концовке след о себе оставит на табло. Скандирует сектор гостевой: мы приехали, чтобы победить. Ну, конечно, антураж в прошлом году был не чета нынешнему. Во-первых, гораздо больше было эмоций, потому что «Зенит» и «Спартак» боролись непосредственно между собой до последнего тура. И судьба чемпионата действительно решалась здесь, в Раменском. Сейчас все, я думаю, понимают, включая и игроков, которые сегодня на поле, что судьба чемпионата, она уже решена. И только сам себе может Рубин задать вопрос, когда он станет чемпионом. Ребров. Заработал угловой. Ну, за счет опыта сейчас просто сыграл Сергей Ребров. Так вот, опытные футболисты практически всегда действуют, понимая, что может точной передачи не получиться. И даже слишком, наверное, велик риск, что не получится. Он просто бьет мяч в колено сопернику, зарабатывает угловой. Свой 50-летний юбилей Рубин празднует в этом году. И когда крупным планом нам казанцев показывают, мы видим, что дата эта даже вышита на форме у них. Кински. Ничего еще не закончилось. Рязанцев с мячом. Вмещается в центр. Нет, ну Реброву тяжело в борьбе с Соломоном Макаронко завоевать этот мяч в воздухе. Это понятно. Неожиданно как проскочил мимо мяча Кристиан Ансальди. Вот может получиться атака у Сатурна. Нахушев дотащил уже почти до штрафной. Немов. Навес. Здесь защитник. Милошевич. Да, ну тут, конечно, не его эта игра. На половине поля соперника.
Ансальди. Нобуа. Обвел так мячом Сергея Реброва. Кристиан Нобуа. Ушел мяч за пределы поля. Ангва бросает. Сатурн не делает пока никаких замен. Хотя я думаю, что Васьков сейчас бы не помешал с его умением отдать точный пас. Тем более, что не присутствует в заявке на эту игру Алексей Еременко. Юргену Реберу виднее. Тоже за счет опыта сыграно. Милошевич показал очень красиво судье, что был фол. Фол действительно был, но мог бы арбитр, в принципе, и не заметить даже его. И я бы сказал, что чаще судьи такие эпизоды не замечают. 62-я минута закончилась уже. Пока забитых мячей мы с вами не видим в Раменском. Отклеился мгновенно от Зелау Георг-Денис Караденис. Симак, а где же Рязанцев-то? Это же его фланг. Тот только сейчас появился на чужой половине поля. Уставать, по-моему, начал Александр Рязанцев. Было нарушение правил, он придержал соперника рукой. Мяч-то выбил чисто ногой, а вот руками Топича придерживал. Ну что, кто-то там начинает переобуваться на скамейке запасных Сатурна. Сейчас, если будет у нас возможность, мы постараемся подсмотреть, что называется. Ну, во-первых, 88-й номер уже разделся Алексей Иванов. По-моему, Лоськов тоже готовится войти в игру. Да, чистит бутсы Дмитрий Лоськов. Сейчас будет их одевать. И появится на поле. Милошевич. Ну, молодец, как сыграл, а? Ну, передачу точную не смог отдать, а Ансальди уже ждал мяча, уже подключился в атаку. Вот он с мячом Ансальди. Георг-Денис. Резаная передача такая, но до Милошевича мяч не долетает. Я думаю, что момент будет обязательно у Сава. — 65-я минута. Ковель. Тут как раз один из первых кандидатов на замену, потому что тоже подустал немного Леонид Ковель. Алексей Иванов там уже на бровке, так что в первой же остановке игры замена у Сатурна состоится. Нет, меняет Соломона Коронква. Юрген Ребер. Восемь с половиной практически километров пробежал Соломона Коронкова. Чуть-чуть даже больше. За 65 минут игры. Является Алексей Иванов, номер 88. Рыжиков спокойно там
себя чувствует. Мяч сверху опускался на перекладину. Сейчас, если еще Хасан Кабзе выйдет, у нас тут полный комплект номеров будет. И 77-й, и 88-й, и может еще и 99-й появиться. Симака сбили. Теперь Гёкдениза сбивают. Вот это уже по-настоящему опасно. Ворот 20 метров, наверное. Ну, конечно, было нарушение правил. Дюрица, как в переполненный трамвай, лез в эту борьбу с Карденизом. Внушительное совещание игроков Рубина. 7 человек здесь обсуждают, что и как делать. Но Нобо регулярно забивает в последнее время со штрафных ударов. И очень красиво забивает. Посмотрим. Ребров тут же у мяча и Ансальди. Вот они втроем что-то там придумали. Нет, Ребров тоже отходит. Там выталкивают Саву Милошевича из стенки игроки Сатурна. Ну, блажь какая-то начинается, честно говоря. Сейчас Николай Иванов кому-то покажет карточку. Кто начал, с чего началось, неясно. Ну, бывает такое, что игроки, стоящие в стенке, наступают на ногу кому-то. Ребров. Мне показалось, что уж Ребров там точно ни при чем был. Кстати, у него, по-моему, 4-я карточка. Нахушева 7-я. Так что он будет играть. А у Реброва Сергей. Да, у Сергея Реброва 4-я карточка, да. Так что он в следующем туре не сыграет. Ну, хотелось бы посмотреть, конечно, если у нас будет такая возможность, что там вообще происходило. Удар Нобо прямо в руки вратарю. Потому что бывает, что атакующие игроки наступают на ногу тем, кто стоит в стенке, и с этого начинается заварушка. Но мне казалось, что Милошевич там пытался плечом кого-то подвинуть. Его вытолкнули из стенки. Причем там был Ребров, который, собственно, только пошел к этой самой стенке, неясно. Ну да ладно, запишем в загадки, как говорится. Ну вот, смотрите. Ну, я одного не понимаю, при чем тут Ребров? Вот он, только лишь подходит. Схватил за футболку его Нахушев. Потащил. Ну ладно. Роман Адамов появляется на поле вместо Гёкдениза Карадениза. 61 номера, 21 Роман Адамов. Таким образом, два уже мощных нападающих у Рубина на поле. Логично предположить, что еще больше будет навесов и прострелов. Потому что Гёкдениз игрок техничный, и он, в общем, многое создает за счет дриблинга. Ни Адамов, ни Милошевич к этому типу форвардов не относятся. Вот Адамов с мячом. Не точно сыграл. Ну а что Лоськов-то? Лоськов переодевался, Буце доставал, и что? Пока нет замены у Сатурна. Да, конечно, вот Лоськов, видите, снова. Где Буце-то, где? Рядом с ним лежат. В кроссовках сидит. Значит, ну как минимум в ближайшие минут 5-7 точно не появится на поле. Да, конечно, вот такой матч на Европу российского чемпионата показывать это скорее антирекламой будет. И мне кажется, что
это и не есть для нас даже визитная карточка чемпионата, потому что и Сатурн умеет играть по-другому, это мы прекрасно видели на этой неделе в Санкт-Петербурге, и, конечно же, по-другому умеет играть Рубин. Это безусловно. Ну вот, простите меня, но, что называется, my humble opinion. Рубин не хочет становиться чемпионом России в Раменском. У меня такое впечатление. Ни в коем мере не настаиваю на своем мнении. Кто не согласен, пожалуйста. Еще 20 минут игры, может быть, я окажусь неправ. Рязанцев. Реброва. Вот кому как раз имеет прямой смысл сейчас попытаться все-таки сделать это сегодня, это Реброву. Потому что если предположить, что Рубин сегодня сыграет ничью или проиграет, то Ребров-то в следующем матче участвовать не будет. Ковель. Ну, дойдет вообще до цели-то хоть один его удар, интересно. Один раз пока попал в створ, и было это очень опасно в первом тайме. Сатурну, кстати говоря, нужно думать о селекции, мне кажется, и думать о лимите на легионеров будущего года, потому что 5 игроков с российским паспортом должны будут появляться в составе и все время находиться на поле. А сегодня таких игроков было 4 в основном в составе. Я уже в первом тайме перечислял. Игонин, Немов, Коряка и Нахушев. Ну и сейчас вышел еще и Иванов. Учитывая, что у Сатурна все-таки достаточно много ветеранов. Хотя, и правда, есть и молодые, талантливые игроки. Сапета, тот же Мальков, который играл в основном составе в прошлом матче. Нахушев на газоне. Семакова оттолкнул, разумеется. Да ну было, Сережа, было нарушение правил. Рыжиков стенку двоих отрядил. Ансальди и Рязанцев. И, собственно, оба игрока, которые здесь на этом фланге-то и играют. Ак-2. Чего себе. Приложился. Ой-ой-ой. Рыжиков попал мячом в Шаронова. Извиняется перед партнерами Рыжиков. Ну, знаете, вот он такой вратарь. С ним скучно не бывает. Но на самом деле, если так вот серьезно говорить, то в этом году один из лучших вратарей в России. Совершенно не важно в данном случае, насколько он спокоен. Важно то, сколько мячей он отбивает. В том числе и сегодня. Коряка. Я предполагал, что после того, как пошел дождь, он, кстати, по-моему, притих, что дальних ударов будет больше. Но нет, не притих, идет дождь. Но такие удары, как у Коряки во втором тайме, они по определению не могут быть опасны. Такое впечатление, что он сектор рубиновский расстреливает. Так и до хоумрана дело может дойти. Может улететь мяч за пределы стадиона. Однажды здесь такое было. То есть было наверняка не однажды. И я никогда не забуду, как Виктор Ановка здесь отправил мяч за пределы стадиона. Так, Ансальди симулирует. Ансальди симулирует. На Вайнсмана вопросительно смотрит Николай Иванов. Ну что, он на Ансальде говорит, встаем. Что толку по-русски с ним общаться в данном случае? Ну, смотрите. Еще раз давайте посмотрим. Да, он наткнулся на руку соперника, но. О, видите, да? Попал под руку, под мышку Ансальди. Ой-ой-ой, Роман Адамов! Роман Адамов! Какой гол забивает, а? Вот красавец-то! Первый мяч за Рубиной. Какой! Как в бильярде. От борта и в вузу. Как говорил Глеб Жеглов, вот такой у нас с тобой будет разговорчик. Все там отвлеклись на Ансальди, вот на это падение его. Роман Адамов не стал сближаться с защитником. Пробил дальнюю штангу, и мяч срикошетил в сетку.
Ну что, начинается праздник на секторе болельщиков Рубина. Все-таки насколько причудлива бывает футбольная судьба, а? Роман Адамов, переходя из Москвы в Рубин, я думаю, конечно, думал, что он будет забивать больше. Но забивает он почти не забивает. И вот забивает гол. Но какой он цены будет? Золотой ли? Посмотрим. 15 минут еще. Ансальди. Вот этот эпизод я обязательно порекомендую коллеге Батурину в программу «Свисток». И молодец, кстати говоря, Николай Иванов. Он абсолютно верно разобрался в этом эпизоде. И я бы даже на его месте еще и желтую карточку Ансальди показал, потому что это провокация. Исполнение аргентинца была. Хлопич. Ряка, что еще раз будет бить? Обыграл Симака. Нет, пас налево. Немов. Навесная передача. Ребров. Не точно сыграл. Разделись болельщики Рубина. Ну покажите нам этих ребят, а? В паузе, когда будет, уйдет мяч из игры. Такие же красавцы, а? Кто бы мог предположить, да, в начале сезона, что именно на их улице будет самый большой праздник российского футбольного чемпионата. Ансальди. Сейчас уже все бегут вперед. Может быть, вы знаете, просто напряжение очень давило. Вот то, что Рубин знал прекрасно. Вот они. Вот оно, казанское счастье. То, что Рубин знал прекрасно цену этому матчу, может быть, и сковывало игроков. Посмотрим, что будет с посещаемостью на следующем домашнем матче Рубина. Мы все знаем, что стадион в Казани далеко не всегда заполняется на 100%. Но я думаю, что вот это, конечно, должен быть для всех настоящий праздник. Там и если уж поприветствовать, если сегодня Рубин выиграет и станет чемпионом, если поприветствовать чемпионов, не придет полный стадион, это будет очень странно. Я был в Казани недавно и могу вам сказать, что они, в общем-то, даже не верили. Они все время думали, ну неужели Москва не вмешается? Рыжиков выбивает мяч. Пустил момент Топич. Неужели «Зенит» позволит Рубину так вот продолжать в этом отрыве следовать и стремиться к золотым медалям? Но команда верила, это ведь главное. Я уже сказал, о Рубине много разговоров. Разговаривать можно бесконечно долго. Рыжиков забрал мяч. Кто там бьет, по чьим воротам? Да, это все мы видим с вами. Но мы также видим, как Рубин играет со «Спартаком», с «Динамо», с «Локомотивом», с «Зенитом». Говорить о том, что хоть какая-то толика незаслуженности будет в этом чемпионстве, неправильно. Оно абсолютно заслужено. Значит, другие где-то были хуже. В первую очередь, наверное, о ЦСКА надо говорить. И я думаю, армейцы очень многие очки будут вспоминать в этом чемпионате. И выезд в Грозный, и домашний матч со «Спартаком» из Нальчика. Топич, расстрел и сравнивает счет «Сатурн». Петр Немов это делает. Или Нафашев. Честно говоря, я не очень понял. Вот здесь очень странно защитники казанские, честно говоря, сыграли. И почему оказался в абсолютном тут одиночестве Роман Шаронов, где все остальные были. Куда понеслись, куда побежали, не ясно. Петр Немов, да, 7-й номер, Петр Немов, 1-1. Но на ничью, я думаю, что ставок было, конечно, больше всего сделано в этой встрече. Я специально не стал после гола, который казанцы провели, продолжать вот эти рассуждения по поводу того, кто чего хочет и кто не хочет. Итак,
комментаторские мысли и рассуждения здесь вторичная, первичная игра. Исходя из вот этой игры, из уже 80 ее минут, счет 1-1, а сейчас может быть пенальти. Нет, штрафной будет. Нет, штрафной назначает Николай Иванов с самой практически линии. Что такое? Это не Ребров ли? Это Ребров. По-моему. Если это Ребров, то это красная карточка. Ищет, по-моему, ее Николай Иванов. Не очень ясно, кому. Хотелось бы повторное нарушение посмотреть. Томас получил. Да, наверное. Но, во всяком случае, мои коллеги об этом свидетельствуют. Разыгрывает мяч Сатурн. Удар по воротам. Такое обратное вращение было придано этому мячу. Ну, не поставил удар никаких неразрешимых загадок перед Сергеем Рыжиковым. Симак. Руками его хватает Коряка. Ну, мяч-то у Рубина, но вообще надо свистеть, конечно. Вообще, конечно, надо свистеть, потому что атака сорвалась. Свистеть и карточку давать. Кабзе. 99-й номер Хасан Кабзе. Он Рязанцева заменил. У Рубина, кстати говоря, вот в этом аспекте проблем поменьше, о котором я говорил, о количестве легионеров. Здесь и... Ну, давайте сегодняшний состав посмотрим. Рыжиков, Шаронов, Симак, Рязанцев, Бухаров. 5. Плюс, как мы знаем, по соображениям, видимо, тактики, я так думаю, не играет сегодня Попов. Его место в составе занял Томас. Нубо. Присел там Роман Адамов. Кабзе. Хорошо сыграл на Симака. Вот может опасно получиться все это очень. Кабзе. Ну что, Ребров. Прямо в руки прилетел мяч Антонину Кинским. Адамов. Подкат делает Нахушев. Можно продолжать игру. Сейчас такой организованный беспорядок у Рубина вокруг Савы Милошевича. Они как карусели крутятся. Игроки и футболисты Сатурна не очень даже понимают, кого и как им держать. Потому что там Кабзе, конечно, внес вот этот сумбур. Вроде бы, да. Но для Рубина этот сумбур даже на пользу. Потому что в атаке так играть проще. Я повторю то, что говорил в первом тайме. Я не думаю, что под Лигу чемпионов казанцам надо перестраивать глобально все. Нет, не надо. Да, может быть, вот по способностям играть в креативный футбол Рубин уступает тому же ЦСКА по второму кругу чемпионата точно. Но вы понимаете, когда ты идешь в лидерах, и когда каждый день ты читаешь во всех газетах, когда этого лидера остановят, когда он споткнется, конечно, тут не до креатива. Тут бы результат обеспечивать. И Рубин вот этими точными такими ударами, взрывами по ходу матча он этот результат обеспечивал. Да, сорвался в игре с Москвой домашней, проиграл ее. Но нельзя же выигрывать все подряд. Так не бывает в футболе. Точнее, было даже, но тогда футбол был неинтересен. Симак вопросительно смотрит на партнеров, почему они не прессингуют вместе с ним. Юрген Ребер, ну, формально, вы знаете, результаты он показывает неплохие. Но Ребер пришел в команду, которая не ведет турнирной борьбы за какие-то места. Понимаете, вот в чем его отличие от Лаудропа. Почему с Лаудропа спрашивают и обсуждали мы в программе, допустим, 90 минут. Почему нет ничего нового? Вот вчера увидели
новое, потому что вчера «Спартак», на мой взгляд, великолепный матч совершенно провел с армейцами. Но Лаудрупу-то надо попасть в Европу, а у Ребера этой задачи нет. У Ребера задача, ну, чтобы не вылетел, конечно, Сатурн, но этого, наверное, не могло произойти. И плюс наметить какие-то контуры себе на будущий год. Определить, какие футболисты этой команде нужны. И на что ее, собственно говоря, ориентировать. Казанцы не хотят одеваться. Это я про болельщиков. Продолжают сиять обнаженными животами. Но реально, наверное, на игру с Тереком будет проблема лишнего билетика. Очень бурный, динамично развивающийся город. И, вы знаете, очень сильно развивающийся в спортивном плане Казань. Нет, успеет здесь Рыжиков. Забрал мяч. Достаточно и о хоккее можно долго говорить. Про Акбарс, про Уникс баскетбольный, про волейбол. Я думаю, что для Европы это будет интересное приключение, поездка в Казань. Так мне довелось почитать несколько... Давайте посмотрим эту атаку. Нет, ничего здесь не будет уже. Довелось почитать несколько отчетов британских болельщиков о поездке на матч сборных команд Беларуси и Англии. Довелось почитать отзывы фанатов Ювентуса от визита в тот же Минск. Но это то, что называется back in the USSR в каком-то смысле. Казань будет для Европы открытием. Навес штрафную здесь выиграл этот мяч Дюрица. Ну, выиграл его у воздуха, если можно так выразиться, потому что ни одного футболиста рядом нет. Ребров пасует на Адамова. Адамов бьет. Кинский отбивает. Кобзе. Прострел. Милошевич. Ребров. Публика-то оживилась, наконец, проснулась. Адамов, кстати, мог бы здесь и упасть, потому что Дюрица ему заехал по ноге, конечно. Николай Иванов спокойно абсолютно работает. Правда, не сказать, что очень сложный матч для арбитража у него сегодня. Симак, Номбоа и Ребров. Вот вам ветераны, да? Симак и Ребров. 13 и 12 километров. Адамов. Кобзе, наверное, получит мяч. Расстрел. Удар Милошевича и... Саво Милошевич. 89-я минута. Рыжиков там не знает, уже не знает, куда бежать. Носится кругами по своей штрафной площади. Как в загончике. Да. Роман Адамов, конечно, здорово вошел в игру. Ну и здесь Кобзе тоже молодец, потому что он не пожадничал. В принципе, можно было от него ожидать удара из этой позиции, а он сделал пас. И, конечно же, молодец Милошевич, который в окружении защитников сумел открыться. Сейчас, наверное, на повторе это будет видно, как он буквально отскакивает от защитника, остается один и переправляет мяч в сетку. Ну что, у Сатурна мало времени, 3 минуты добавлены. Народ пошел с трибун. Ну, народ, конечно, раменский. Болельщики команды из Московской области. Рубиновцы никуда не идут. В прошлом году мы помним, да, как здесь «Зенит» праздновал свое чемпионство. Подача. Рыжиков. Летел мяч прямо в руки к нему.
160 секунд отделяет Рубин от золотых медалей. От официально завоеванного статуса чемпиона России по футболу 2008 года. Опять какие-то странные вещи, на мой взгляд, несутся с трибуны. И странные, и одновременно и не очень нужные. Ансальде. Особенно удивительно это слушать, когда две такие интернациональные команды играют, и где много легионеров, которые, в общем, верой и правдой своим клубом служат. Заслуга того же Реброва никак не меньше, чем заслуга Симака. Да и смотрите, кто гол на данный момент пока золотой сделал. Кобзе и Милошевич. Протокол они попадут, хотя, конечно, подготовительную работу и очень серьезную тут провел Роман Адамов, великолепно вошедший в игру, забивший гол и прорвавшийся там по флангу, сделавший передачу. Что тут, Кобзе удар в живот получил, по-моему. Покажите нам Курбана Бердыева. Ну да, наверное, удар в живот. Курбан Бердыев на бровке, главный тренер казанского Рубина. Сейчас эмоции нужны. Бог с ним, с этим штрафным, тем более, что Симак никуда не торопится. Милошевич. Минута. Минута остается в игре. Бердыева, наверное, будут качать. Вот он. Главный тренер Рубина. И он же главный творец вот этого успеха. И я целиком и полностью согласен с своими коллегами, которые говорили о том, что Бердыев давно работает в клубе. И он шел к этому успеху не один день и не один год. Это так вот только у болельщиков все просто. И они могут судачить и засорять пространство интернета, говоря о том, что Рубин скупил игроков на один сезон и так далее и тому подобное. Нет, здесь проведена кропотливая работа. Состав подобран очень хороший. Ну что, неточная передача. 15 секунд остается. Лоськов. Мяч у Рубина, между прочим. Полагаю, что у Сатурна времени на атаку не осталось. Квертвелия бросает аут. Адамов. Зато у Рубина еще осталось время на атаку. Кобзе. Здесь Симак прибежал, Кобзе его не увидел. Бьет поворотом, рикошет. Угловой еще будет. Но все. Все. Звучит финальный свисток. Рубин Казань. Чемпион России по футболу 2008 года. Теперь это абсолютно официально. Главный вопрос в чемпионате России решен. У нас новый чемпион. Третий в истории российского футбола чемпион не из Москвы. Вслед за Аланией 1995 и Зенитом 2007 чемпионом России становится Рубин 2008. Взлетает в раменское небо Курбан Бердыев. Человек, который не часто говорит, не часто общается с журналистами. Мы многих его секретов не знаем. Но, как однажды очень мудро сказал Оливер Кан, того, кто часто и громко говорит, того мало слушают. Может быть, Бердыев нам все-таки в итоге расскажет, как все это создавалось. Но это, конечно, феноменально. То, что сделал Рубин в этом году, одержав победу в самом первом туре над московским «Локомотивом». Рубин выиграл первые 3 матча и с 3-го тура бессменно возглавляет турнирную таблицу. Вот уже и болельщики тут на газоне. Вот там сектор. Он не прорывается на поле, ну потому что они просто не привыкли к этому. Все игроки едут по мокрой траве к трибунам. Может быть, даже футболки сейчас туда полетят, хотя там сетка в Раменском. Вчера, кстати, эти футболки привели, в общем, не очень приятным последствиям во время дерби. Ну ладно, разговор сегодня не об этом. Давайте не отвлекаться. Давайте поздравим Рубин, казанскую команду, которая
абсолютно, целиком и полностью, я настаиваю на этом, заслужила свой успех. Кто бы, что бы, о чем бы не говорил. Около футбол оставляем в сторону. И я благодарен Рубину за то, что такую концовку этого матча мы сегодня увидели. Я, честно говоря, в какой-то момент перестал верить, что сегодня подобное может произойти, что сегодня мы, наконец, вот это все увидим с вами и почувствуем этот эмоциональный момент. Но, конечно, ни о каком интервью, я думаю, Юргена Рёбера сейчас нам говорить не приходится. Сейчас они закончат там праздновать. И Курбан Бердыев, разумеется, естественно, понятно, что он скажет в первых двух словах. Но интересно, что он будет говорить дальше. Симак кого-то зовет с трибун к себе, раздавая на ходу интервью. Сергей Симак, футболист, который выигрывал чемпионат России с ЦСКА в 2003 году. Потом играл за Пари Сен-Жермен, играл за Москву. И, наверное, многие думали, что уже никогда Симак чемпионом не будет. А он стал. И вообще сезон провел исключительный, как в Рубине, так и в сборной России. Сергей Рыжиков, вратарь Рубина. И очень важная фигура, и очень важный кирпич вот в этом золотом фундаменте. Что там, опять качать Бердыев? Можно и 2 раза, можно и 3. Это все очень красиво. Великолепно. Ну что ж, главный вопрос в чемпионате России закрыт. Поздравляем Рубин с чемпионством. Но еще остаются серебряные медали, математически не оформленные московскими армейцами. Есть 3-е место, также дающее пропуск в Лигу чемпионов. Есть зона Кубка УЕФА или Лиги Европы. Есть вылет. И Росгосстрах чемпионат России 2008 продолжается. Хотя, конечно, чемпионство это на другом этаже по отношению к всем остальным вопросам. Второй год подряд судьба чемпионата России решается в городе Раменское. Хотя, конечно, местные болельщики, наверное, хотели бы, чтобы их команда тут решала вопросы, а не приехавшие год назад из Санкт-Петербурга, а сейчас из Казани гости. Как только у нас будут готовы интервью, как только мы сможем с кем-то пообщаться, я, конечно, сразу передам слово своим коллегам. Вот Курбан Бердыев уже, на самом деле, в непосредственной близости находится от вот этой зоны интервью. Команда продолжает фиесту. Майки они не готовили, как мы видим. Ну, кто мог предположить, конечно, что Спартак обыграет ЦСКА. Я думаю, что в Рубине на это даже не надеялись. Абсолютное большинство прогнозов было в пользу ЦСКА, но армейцы уступили. И Рубин получил шанс на, что называется, еще более досрочное чемпионство. Фото на память. А где же Бердыев-то? Вот он. Мелькнула зеленая курточка главного тренера казанской команды. Через неделю в домашней игре против Терека Рубин, конечно, ждет горячий прием. Это безусловно. Опять кого-то качают. Ну, здесь, естественно, все руководство клуба. Это понятно. Собственно, качать-то можно и руководство, и Бердыева, и каждого игрока в отдельности, мне кажется. Ну что же, по-моему, уже близок к состоянию готовности наш корреспондент Роман Гудсайд. Конечно, там очень трудно пробиться, и вообще очень трудно это все организовать и найти даже свободное пространство. Ну, давайте уже переключимся на ту камеру. Курбан Бердыев крупным планом. Мы счастливы. Слава Аллаху, что мы слышим наши молитвы. Я поздравляю болельщиков Рубина, руководство республики, которое очень много сделало.
Мы долго шли к этому, и слава Аллаху, еще раз. После того, как, ну еще раз пару вопросиков. После того, как Спартак вчера обыграл ЦСКА, вот Да как при вы чем здесь настраивались? Спартак? При чем Нет, как Спартак? настраивались на этот матч? Обязательно Да мы хотели как на выиграть все. сегодня. Как мы на все настроены. Что, окей? Ну, еще. Ну, вы знаете, я в чем-то, наверное, согласен с Курбаном Бердыевым, потому что действительно, при чем тут Спартак? Сегодня надо говорить не о Спартаке. И не о ЦСКА, и не о Динамо, не о Локомотиве, не об остальных 15 командах. Рубин — это Рубин. И он сам стал чемпионом, и не благодаря тому, что кто-то что-то ему подарил. О, нет, они все-таки готовились. Они все-таки готовились. Кстати, Сава Милошевич, интересно, вообще предполагал, что у него еще и такая страница в карьере будет. Он еще и чемпионом России станет. Практически не видно здесь Реброва, что немного удивляет. Да? Сергей получил карточку, которая не позволит ему выйти на поле спустя неделю, когда Рубин уже приедет праздновать свое чемпионство. Но я абсолютно уверен, что он где-то там, в эпицентре событий. Да вот он. Вон он, Ребров, видите. Кристиан Ансальди. Перечислять поименно, я думаю, что сейчас игроков мы не будем, потому что просто на данный момент слишком велик риск кого-то забыть, а обидеть никого, конечно, не хочется. Со счетом 2-1 Рубин одерживает победу над Сатурном в Раменском. Роман Адамов и Сава Милошевич. Два футболиста, которые вышли на поле по ходу игры, которых выпустил со скамейки Курбан Бердыев, решили судьбу сегодняшнего матча. У Сатурна отличился Петр Немов, но это уже факт для статистики и факт для справочников. Главное, что сегодня Рубин завоевал золотые медали чемпионата России 2008 года. Каждый раз эти медали приносят нам какие-то новые эмоции. Каждый раз развязка в чемпионате получается новой, совершенно неожиданной. Ну вот теперь у нас есть и такой чемпион. Золотые медали в истории российских чемпионатов выигрывали Доселя, Спартак, Алания, Локомотив, ЦСКА и Зенит. Ну вот теперь у нас появляется 6-й чемпион России по футболу. И пусть, что называется, кусают локти те, кто от кого как бы ждали большего в этом чемпионате, и кто не сумел, может быть, те команды, которые не сумели показать тот ход, на который рассчитывали. Но это все факт их биографии. А казанский Рубин в итоге сыграл лучше всех этот чемпионат и стал чемпионом. Что, команда уходит в раздевалку. Наш репортаж еще на этом не заканчивается. Матч для вас прокомментировал Алексей Андронов. Спасибо, футбол, что ты существуешь и что вот такие концовки ты нам даришь, на которые, может быть, кто-то, ваш покорный слуга, и в какой-то момент не рассчитывал. Слово моим коллегам. Ну что же, завершился матч в Раменском. 2-1, победа Рубина. Наверное, можем только поздравить. Первое чемпионство в истории. Конечно, мы поздравляем с Рубин с этим большим достижением. И мне очень приятно, что наши ожидания сегодняшней игры оправдались. Мы увидели интереснейший матч. Много было борьбы, движений, но самое главное была игра на поле. И сейчас вот на ваших экранах саммари второго тайма. Ну, наверное, правильнее будет даже какой-то итог подводить не сегодняшнего матча, а в целом сезон, потому что уже победили. Но мы оттолкнемся от сегодняшней игры. Как раз мы видим первый гол, вышедший на замену. Роман Адамов забивает. Замена, действительно произведенная Курбаном Бердыевым, сработали. Изменилась вся линия атаки. Ну и сегодняшняя игра Рубина как раз говорит о том, как команда была готова к этому сезону. Все лучшие качества, которые есть у этой команде, ей удалось сегодня продемонстрировать, в том числе и волю к победе, потому что после забитого гола, пропущенного гола, Сатурн обострил игру, сумел сравнять счет, но тем не менее ставка была слишком высока, и Рубин сделал все, чтобы сегодня чемпионом. Любопытный факт это то, что забили люди, которые, в принципе, говорили, ну зачем они Милошевича приглашали, зачем Адамов ходил из Москвы.
Что интересно, что и мы видим вот сейчас этот эпизод, как начинается второй гол. Роман Адамов в сегодняшнем матче как раз мы увидели именно те качества Романа, именно за которые приглашал его Гус Хидинг в сборную. Не все просто у него сложилось, когда он перешел в Рубин, была и травма. Но я надеюсь, вернее, я точно знаю, что ни одно приобретение в Рубине не делается просто так. Проводится тщательный анализ, подбор игроков. И, естественно, все эти приобретения сработали. Ну вот таким получился для вас матч. Финальная радость уже игроков Рубина. Естественно, серьезное разочарование Ребера, который очень здорово его команда провела этот матч. Но я так понимаю, что сейчас у нас реклама. Ну что же, продолжаем мы свою работу. Напоминаем еще раз, что серьезное такое историческое событие случилось в Раменском. Рубин стал чемпионом России, победив Сатурн со счетом 2-1. Я так понимаю, что есть у нас возможность показать вам то, что происходит в данный момент, в данные минуты в раздевалке казанцев. Ну, тут сложно что-то комментировать, все понятно. Все рады, бутылки шампанского, золотые вот эти вот головные уборы. Но здесь тоже можно проводить анализ, кто как двигается, какие движения. Но самое главное, что, конечно, сейчас настолько большой эмоциональный подъем, что об усталости, конечно, все забыли, сколько было сил отдано и в этой игре, и в течение всего сезона. И показывают нам легионеров, показывают Сава Милошича, как раз автор того самого золотого гола. Ловлю себя на мысли, что при всем при том, что Рубин — это команда таких серьезных, ярких индивидуальностей, очень сильных футболистов. Но вот кого-то выделять, наверное, не хочется, потому что весь сезон здорово как команда, как коллектив единый выступала. Но Рубин как раз этим и отличается, что очень хорошей поставленной игрой, и команда всегда на поле выглядит как единое целое. Готово у нас интервью. Давайте послушаем, с кем поговорил Роман Гудсайд. Алексей, ну какие чувства испытываете, о чем думаете вообще на такое событие? Я очень рад, что мы выиграли, стали чемпионами, и вся Казань, наверное, стоит на ушах сейчас. Ну, переполняют эмоции, не знаю, еще только все начинается, так что все впереди, мы чемпионы, и всем радостно, весело, ура! А команда очень хотела победить именно сегодня. Да, конечно, зачем откладывать на завтра, когда можно сделать это сегодня, и все удачно сложилось, я очень рад. Насколько сложно теперь будет настраиваться на оставшиеся матчи чемпионата? Ну, будем играть, как всегда играли, а там как получится, не знаю. Футбол, все хорошо уже, поэтому будет, наверное, тяжеловато, но мы профессионалы, надеюсь, все будет нормально. А как будете отмечать эту победу? Вот так отмечать. Спасибо. Ну, сложно, наверное, как-то сейчас с футболистом анализировать что-то, просто положительные эмоции. Что в таких случаях вообще, не знаю даже. Можно как-то так по-серьезному разговаривать о футболе. Мне удавалось выигрывать чемпионат. Но я помню, как мы с «Торпедо» третье место занимали. Тоже было очень много эмоций. И, естественно, каждая такая победа входит в историю. И каждый вот из этих ребят, тренеров, массажистов, врачей, администраторов, руководителей внес свой вклад в этот успех. Ну вот мы впервые, наверное, увидели столь эмоционального главного тренера Курбана Бердыева. Что-то не припомню, чтобы он во время матча, естественно, все эмоции у него находятся внутри, и это можно заметить, насколько он пытается их сдерживать. Но, конечно, при такой победе можно дать выход со всему тому, что тебя переполняет в этот момент. Вот сейчас нам показали Сергея Рыжикова и Сергея Реброва. Такая вот линия, да, не только оборонительная, но и, наверное, можно сказать, что просто супер сезон получился для голкипера Рубина. И мы видели в сегодняшнем матче, сколько было сложных моментов. Во втором тайме пошел дождь, очень сложно был отскок мяча, и Сергей со всем этим справился, выручал своих защитников, когда, мы помним, были недочеты мелкие, вовремя уходил из ворот, поэтому я думаю, что вот эта уверенность, которая исходила от вратаря, она передавалась всей команде. Но я все-таки надеюсь, что кто-то из футболистов Рубина еще так или иначе прокомментирует нам не только, поговорит с нами не только о матче, но и о всем сезоне. Ну а мы наблюдаем за тем, как забивались голы. Естественно, вот этот гол была сначала такая же ошибка после аута, когда у рязанцев был момент. Вновь Сатурн проспал вброс аута, и Роман Адамов прекрасным ударом в дальний угол. Как раз именно та траектория, которая позволила мячу. Посмотрим, он хорошо себя подработал и на внешнюю сторону стопы положил мяч. И именно за счет этого после штанги мяч отскочил в ворота. Да, надо отметить, что Роман буквально до этого всего, за несколько минут до этого только появился на поле. Ну, давайте посмотрим гол Сатурна, потому что Сатурн отыгрался, сделал это достаточно красиво, если готов у нас этот момент. Все началось с того, что видим в середине поля Рубин владеет мячом, коллективный отбор.
Нова потерял мяч. И тут же вот активный Ковель, прекрасный пас с левой ноги. И великолепно тоже с мячом Топич распорядился, который играл сегодня слева в атаке. Ну и Немов замкнул эту передачу, успел в штрафную. Классическая комбинация, прекрасное исполнение. И как раз в сегодняшнем матче можно говорить о том, что мы наконец увидели тот потенциал, которым обладает Сатурн. И Да. я думаю, что если команда будет так проводить все игры, а, конечно, она к этому должна стремиться, то в следующем сезоне мы можем увидеть совсем другой результат. Да, появилось вот то, чего не было раньше. Появились, во-первых, голы, а во-вторых, появилась та самая скорость, которой Сатурну не хватало. И появились слаженные действия как в обороне, так и в атаке. Но как раз после этого пропущенного гола Рубин, мне кажется, уже не второй, не третий, не знаю, какое дыхание включил. И Да, и вот этот третий гол. До как этого раз- был ряд уже моментов. И здесь как раз индивидуальные действия Адамова, который буквально протаранил оборону. Хорошая передача на дальнюю штангу. Сбросы. Милошевич сбивает одно касание. Видимо, Семяк сюда еще добежал и вышедший на замену Кобзе. В общем, 5 человек в конце игры участвовали в атаке. Как раз говорит о том, что Рубин сегодня был настроен только на победу, и другой результат не мог его устроить в сегодняшнем матче. Насколько вообще здорово Адамов вошел в игру. Как раз мы видим начало этой атаки. Конечно, ошибка в обороне в том, что дали свободно Роману принять мяч, но тем не менее видим, что два игрока успевают его встречать. Он обыгрывает и одного, и второго. На скорости ходит. И что очень важно, в этой ситуации он успел перекинуть мяч через ноги и по хорошей траектории на дальней штанге сделал передачу. Готово у нас еще одно интервью. Слово Роману Гудсайту. Эмоций вообще не было, действительно. И я расстроился, наверное, и все. Хорошо, что нашли силы закончить это сегодня. Можно было это закончить в Казани, но сейчас это вдвойне приятно, потому что эту игру вырвали просто на последней минуте и сражались действительно до последней минуты. Рубину было принципиально важно победить сегодня, ведь даже те замены, которые делал тренер, по сути, на поле выходили одни нападающие, это правда? Ну, наверное, тренеру виднее. Наверное, те замены, которые он сделал, они действительно усилили, и они решили игру. Наверное, это действительно замены, чемпионские замены, потому что те люди, которые вышли, они действительно помогли и сделали игру во втором тайме. А кто уже успел поздравить, если не секрет? Парфенов, Титов, друзья мои из Киева, Олег Гусев. Жена, конечно, я сам ей позвонил, она в Лондоне. Пока я не смотрел телефон, сейчас нет сил даже смотреть телефон. А как будете отмечать победу в ближайшее время? Не знаю, сейчас полечу в Киев, моя семья завтра прилетает, все полетят в Казань, я, не знаю, пару дней попрошу Курбанбекевича. Наверное, он даст пару выходных мне. Конечно, да, спасибо вам Хотите большое. услышать, напьюсь я или нет, ну, наверное, вся команда будет праздновать. А вы шампанское вообще любите? Ну, немножко да. Но это нелюбимый напиток, я так понимаю. Да какая разница? Главное, сейчас такой праздник в Казани. Я уверен, придут люди в аэропорт и поздравят всех нас, и мы поздравляем наших болельщиков. Выиграть чемпионат России, я думаю, это для меня это, наверное, даже гораздо сложнее, чем чемпионат той же Англии, потому что здесь конкуренция за первое место действительно команд 7-8 очень высокого уровня. Когда переходили в Рубин, верили, что удастся выиграть чемпионат с первого же вашего сезона? Да, я не думал, что выиграем. Я шел в команду, действительно собиралась хорошая команда, хороший тренер и побороться за высшие места. Наверное, перед чемпионатом никто не загадывал, что мы станем чемпионом. Тем более при таких командах, которые доминируют в чемпионате России. А когда появилась уверенность, что чемпионство вот оно уже в руках? Да, я думаю, что до последнего тура, до последних игр никто не думал о том, что вот мы в этой игре станем чемпионами. Все настраивались на каждую игру, также нас настраивал тренер. И хорошо, что мы закончили сегодня, слава богу. Будущий год, Лига чемпионов, с чем связываете? Может быть, какие-то есть мечты по поводу этого турнира? Желание вернуться туда, поиграть? Выиграть Лигу чемпионов, будем стараться. Ее выиграть точно так же тяжело, как и чемпионат России. Можно сказать, что это самое весомое достижение в вашей карьере в чемпионате России? В чемпионате России, конечно, самое весомое. А вообще, игра в Лиге чемпионов, в полуфинале Лиги чемпионов тоже, я считаю, довольно высокое достижение. Вообще многие сильно удивлены победой Рубина в чемпионате. Вам кажется, какая главная причина все-таки? Сказать, что состав самый сильный? Наверное, личность тренера. Я так действительно считаю, что можно собрать там и 15 человек, так как Реал, можно собрать лучших футболистов в мире, но не выиграть чемпионат.
можно собрать 12 человек новых, но личность тренера, она, я думаю, очень важна в команде. Но вы длительное время в команде. Как можете охарактеризовать Курмановича? Я не длительное время в команде. Я в команде всего один сезон. Но если я в этом сезоне выиграю чемпионат России, то, наверное, личность тренера это очень весомая. Никто не спрашивает о заслуге его, а вообще характеристику его, как человека, возможно. Так, это человек профессионал, это человек, который 24 часа думает о футболе. Это самое важное. И то, что он дает команде, это дает плоды. Вы сами видите, как я могу это охарактеризовать. Ясно. А что касается сегодняшнего матча, не расстроены, что кубок не привезли? Какой кубок? Кубок победителей. «Зениту» в прошлом году как раз после матча и вручили его. Наверное, матч, такой был у «Зенита», что им сразу привезли. Мы, наверное, не думали об этом, что там у нас была еще игра дома с Тереком, ну, конечно, и тренер нам говорил, нужно все решать здесь. Хорошо, что здесь решили, но, наверное, это вопрос не к нам, почему не привезли кубок. Ну, само ощущение, то есть есть небольшая расстроенность. У меня вообще никакой расстроенности, что нет кубка, у меня нет расстроенности, абсолютно. Шампанское я видел заранее, приготовили до матча. Да, я привез в гостинице, поставил ящик перед игрой и говорю, что мы обязательно выиграем. То есть не боитесь сглазить? Да нет, как можно думать перед игрой привозить? Наверное, сейчас после игры поехали, кто-то купили шампанское. Я не знаю. Что же касается самого матча, такого противодействия от «Сатурна» ожидали? Команда сегодня провела, ваш оппонент, одну, возможно, из самых лучших встреч. Да, я думаю, что «Сатурн» команда очень высокого уровня. Игра с «Зенитом» это показала. Да и вообще, с приходом нового тренера любая команда заиграет совсем по-другому. Сегодня они, я думаю, показали очень хорошую игру, и они не заслуживали поражения. Я думаю, что мы заслужили победу своей игрой во втором тайме, когда мы действительно хотели выиграть. А «Сатурну» эта игра практически ничего не решала. Вас сегодня нередко били по ногам, болезненных ощущений нет? Есть. Есть? Да. Подозрение на травму? Нет, подозрение на концовку чемпионата. Наверное, эмоции все затмевают. Да, действительно. Сейчас уже ничего не чувствуешь. Все, спасибо, Сергей. Спасибо большое. Ну что же, вот таким получился сегодняшний день, праздничный день для казанского «Рубина». Еще раз. Для Сергея Реброва получилось дополнительное время. Замучили его вопросами, хотя видно, вопросами. что уже сил, конечно, не осталось. Отметим тот факт, что Раменское, этот небольшой подмосковный город, второй раз становится счастливым для нового чемпиона России. В прошлом году это был «Зенит», в этом году это «Рубин». Вот таким образом, наверное, можно подвести черту под нашей сегодняшней работой.